Святошин. Хочу вам показать вчерашний наш объем работы. Но это минимальный объем работы. Вроде бы приехала мне дочка помогать здесь, но нам пришлось делать заказы. Приехала помогать мне делать уборку, но вчера мы целый день занимались заказами. И в таком виде заморозки делали, и отправляли готовую продукцию. От этого, машалла, у нас вчера был действительно хороший заказ. Были манты, были голубцы в вареном виде, в готовом виде, и вот такие заготовки. И заморозки еще, и пельмени, и манты. Вот такую продукцию мы делаем. И продаем, кому нужно так, и сдаем в магазины. Начали работать с дочкой. Я как-то начала, но на какое-то время бросила эту работу, передала своей дочке. Теперь хочу снова заняться этим. Потому что я уже не работаю, как я говорила. Буду вот так вот работать. Мы довольны своим результатом, как говорится. Машалла. Теперь ждем пленку. Оказалось, у меня нет пищевой пленки. Послали мальчика за пленкой. И все, накроем пленкой, натянем пленкой. Этот заказ идет уже в магазин, да? Танзила, магазин, да, в магазин идет этот заказ. Вот так вот, друзья. Не знаю, цену надо озвучивать, не надо озвучивать. Цену. В принципе, можно и цену. Ладно, напишут, ответим. И вот, друзья, все-таки я буду сажать чеснок сегодня. Сделала вот таких вот 2-3 ряда. Немножечко, не знаю, правильно нет, но я где-то посмотрела, что можно суперфосфат, чтобы был в земле. Кинула суперфосфат, не перекопала, а тяпкой так перемешала с землей. И вот начала сажать. Где-то между... Мне надо ряды сделать. Между рядами 25 сантиметров. Потому что я пошла в косую, смотри, Ибрашка. Чтобы у меня ряды, видишь, в косую идут. Может быть, веревкой мы будем... Отметим вот так вот веревку, чтобы не в косую были. Или... В принципе, какая разница. Ты, наверное, лучше сделаешь. У меня всегда в косую ряды получается. Короче, вот так вот будешь делать. Это типа лирического отступления. Вот, начала первый ряд, посадила. Между чесночком по 10 сантиметров у меня. А между ряде где-то должно быть, по-моему, 25 сантиметров. Но я не знаю, сколько там будет. Там 25, Абраш. Где? Вот это вот. Между ними? Да, будет, наверное, 30. между рядами. Чеснок, вот я, видите, этот чеснок у меня был куплен по 250 рублей. Здесь в середине была вот такая вот штучка такая. Это 100%, значит, будет идти этот чеснок в стрелку. У меня был когда-то такой. И говорят еще, раньше я этим не заморачивалась, конечно, но раз вам показываю, мне надо тоже объяснять. Лучше говорят, что обычно же продают на рынке зубчиками уже готовые, которые, кто чеснок продает, они у них вываливаются. Говорят, такие лучше не сажать, а прямо перед посевом их разделять. Не знаю, насколько правда нет, но я много информации сегодня просмотрела. Но я сегодня только разделала их на зубчики. А этот я, может, помните, килограмм покупала тоже, чуть больше килограмма. Тут в середине вот этой вот штучки нет. А есть кругом, 2 ряда зубчики. Здесь уже стрелки не будет, это 100%. А тут уже так получается, что серединку не посадишь. Вот только первые ряды. Серединка уже не посадочная, это тоже я знаю. И видите, и зубчики, хоть и головка была вот такая вот большая, а зубчики меньше. Видите, поменьше зубчики. А тут головка тоже была большая, но на одной головке, не больше 5-4, 4-5 штук было. Видишь, зубки некоторые вообще как огромные зубки такие. Но я позапрошлом году, как я говорила, уже покупала этого парня. Вроде бы хороший чеснок вырос, не знаю, что будет с него. Попробуем. Сегодня посажу этот и, наверное, еще хотя бы какой-то другой сорт, чтобы не прогадать, если 1-2 будут не вырастут хорошо, то хотя бы один из 3 сортов уже будет. Может, еще даже у 2 разных возьму. Там еще один был такой сорт, беленький. Но зубчики были мелкие, поэтому мне что-то не захотелось покупать. Так, друзья, мы сейчас немножко поработаем. Потом вам покажем уже конечный результат. Если захочет, то у нас Еврашка, оказывается. Да не буду я тебе снимать лицо. Успокойся. Может делать бороздки.
правда, не важный, но ничего, сойдет. По крайней мере, немного ровнее, чем у меня. У меня никогда не получается ровная бороздка, если, ну, не прибивать веревки, вот не заморачиваться. Но я не стала так заморачиваться. У меня так как-то никогда не получается посадить ровные ряды сделать. Вот у второго сына это да. Он прямо вот как будто бы тютелька в тютельку, как будто бы по линейке делал всегда. Но я боюсь только сегодня просто не посадить, если буду долго с веревкой возиться, делать правильные бороздки. Это будет слишком долго, у меня времени нету. Ну вот половина я уже посадила. Как видите. Упарилась, друзья, у нас такая жара, я не знаю, как будто бы лето. Говорят только 26 градусов, но все 30, мне кажется. Я не знаю, точно не смотрела, конечно. Но очень жарко. Вот мелкий не видно, а вот крупный все-таки крупноват. Вот несколько. Вот этот ряд что-то я не очень-то углубила. Эти еще хорошо углубились. Там, видимо, и хорошенечко мы прорыхлили бороздки. Сейчас вот что-то сделал, вот, чтобы и удобрение перемешалось. И в каждой бородке прорыхли мне хорошенечко, чтобы чесночек входил туда. Вот так вот, друзья. Сейчас, наверное, пошлю его за луком. Купить лук. Позвоню своей знакомой, которая продает посадочный материал, химикаты. Если помните, я тюльпаны у нее покупала. Позвоню ей и скажу, чтобы она ему купила. Там, если есть у нее, то если нету, то она ему купит лук. И под зиму немножечко, хотя бы там килограмм-два лука на перо посажу. Рано весной, чтобы был лук. В прошлом году из-за того, что вот я же говорила, что мне вовремя не вспахали огород, не могла я посадить. И была весь сезон без чеснока. Так, обещают вроде бы по прогнозу погоды со вчерашнего дня у нас дождик. Не знаю, насколько правда нет. Поэтому спешу быстрее его посадить. Так, ну что еще теперь? Клубника. У меня кусочек клубники вон там. Но я не знаю, вот не умею и за клубникой ухаживать. Надо будет ее тоже выкопать и как-то в ряд посадить. Она у меня разрослась. Там 5-6 кустиков было когда-то, еще года 2 тому назад. Я их туда понатыкала. Теперь они так метра на 3 разошлись, но очень слишком густо сидят рядом друг с другом. И, наверное, в ряд посажу их тоже. Но сегодня вряд ли успею это сделать. Мне надо еще молоко пропускать, сепарировать. Девочки уехали, моя сестра моя сегодня уехала. Вчера целый день гостили они у меня. Девочки 2 дня гостили. Ничего не снимала, ни девочек не снимала. Сегодня отправили заказы. Есть заказы сейчас на пельмени и на манты, но посмотрим, может сделаю. Если я сделаю, то увидите. И нечего смеяться. Так, вот, мои дорогие, чеснок я посадила. Теперь надо просто бороздки закрыть. Видите, сколько? Вроде бы много. Я, наверное, больше и не буду покупать. А то весь этот участок посажен. Вот тут вот это, видите, уже пришли куры. Ой, ну, сейчас понатыкаю обратно. Вот этот кусочек, который неровный мне остался, но который я разровняла такой. Здесь я вот послала как раз и брашку за луком под зиму, ну, на перо. Посажу лучок. Если успею сегодня, нет, так ничего страшного. А лук вообще-то, если даже и не посажу, я не так уж переживаю, потому что его можно рано весной посадить. Да и у нас не так уж холодно бывает, если даже дождь, то перестанет. Потому что даже в ноябре, я как-то помню, я даже в середине ноября чеснок его сажала, и ничего зашло. Но вот с курами, конечно, мне придется что-то делать, они будут его копать. Как-то их надо будет мне загнать, чтобы не ходили по огороду, не бегали. Вот так вот, друзья. Сейчас быстренько закрою бороздки. Пойду попью чаю. И буду, наверное, сажать уже тюльпаны. Я, правда, хотела посадить их именно вот с Жанной. Она мне обещала, давай я приеду, и мы вместе посадим тюльпаны. Но пока не получается мне, а ждать ее тоже уже не хочется, как говорится. Буду сажать понемножечку. Ну, может быть, еще и Жанна успеет посадить все. Может быть, я сегодня не успею сажать.
устаю все-таки, друзья. Не та хватка, что была раньше. Посадила только вот этот участок, но уже устала. Спина болит. Ну ничего. Вот если, ну, если пройдется дождик, конечно, то эти глыбы все-таки разобьются. Я еще, может быть, посажу. Мне хочется... Вот боюсь я этого сорта, что-то не уверена, но посадила его. Зря вообще-то и посадила. Хочу еще несколько, вот, хотя бы по килограммчику другого сорта взять. Ну, наверное, все-таки один рядочек. Если будет дождь, если размякнет земля, посажу ее. Как вы думаете, стоит сажать? Просто мне все лето, вот в этом году я очень много чеснока купила, потому что делаю заготовки. А на следующий, на будущий год, друзья, я хочу вообще-то заняться именно вот заготовками на продажу. Если даст Аллах, если получится у меня начать снова свои заготовки, которые я всегда делала, на продажу. Ну, если другим чем-то не буду заниматься, то, наверное, вот заготовками на зиму, потому что у меня они получаются, вроде бы получается вкусно, и я надеюсь, будет продажа. Раскручу, наверное, свою страничку в Инстаграм, чтобы ездить-то у меня, не знаю, будет ли машина, нет, мальчики будут дома или нет мои. Чтобы продавать, надо же как-то их реализовывать. Ну, наверное, раскручу свою эту страничку в Инстаграм, да и по Ютубу как-то дам объявление, что продаю засолку свою разную. Вот так вот, друзья. Вчера один заказ сделала я перчиков болгарских фаршированных. 10 баночек сделала, 5 с баклажанами и 5 с луком и с морковью. Но мне опять сестра тоже приезжала, сказала, что есть заказ еще на 10 баночек тоже фаршированного перца. Надо будет поехать, может быть, но завтра вряд ли. Завтра не смогу поехать. Завтра нам надо ехать с Ибрашкой в Малгобек. У нас прописка там еще, где мы жили, мы не выписались оттуда. И мне сегодня, мы вчера вот на свадьбе, если бы у меня была селфи-палка, я бы как-то снимала себя, показывая, но у меня ее нет, друзья. Поэтому вам придется просто, извините, видеть обзор моего огорода. И там мы так переговорились, а моя родственница, вернее, родственница моего мужа, двоюродная сестра моего мужа, работает в колледже. И мы как-то с ней разговорились. Я говорю, вот, ну, не поступил никуда в этом году, тоже сидит, ну, про Ибрашку мы так поговорили. Она говорит, давай я тебе посмотрю, есть ли там еще место, осталось ли вакантное место. Ну, на платной основе, конечно, бесплатные уже все закрыты. И вот она мне сегодня звонит, говорит, еле-еле одно место я вам пробила, на заочное отделение пока, конечно. Ну, хоть как-то, лишь бы он не сидел дома, чем-то занимался. Хочу, чтобы он поучился. И документ какой-то будет, что он закончил там 11 классов, уже получится, и образование будет. Вот завтра надо собирать нам быстро документы. У нас нет на руках этого ИНН с налоговой, короче. Нужно ехать делать этот ИНН. Да и мне самой надо было поехать сделать свои документы, посмотреть, почему мне не назначается безработица. Вот все получают, а я что-то не получаю. А у меня никак не получалось выезжать. Вот не знаю, завтра и сестра работает, у нее смена, она сегодня уехала. Кто у меня с мамой будет, не знаю. Сегодня у мамы давление было высокое. Но сейчас нормально, нормализовалось. Мы ей сказать побоялись. У нее аж 209 давление поднялось. Я сама испугалась. Она утром позавтракать, мы ее позвали. Она говорит, меня шатает, я не могу идти завтракать. Ну, дала ей свои таблетки, которые она утром принимает, и немножко подождала. Она говорит, мне не лучше, я не могу есть, что-то у меня голова кружится. Померила давление, у нее аж 209. Она говорит, высокая? Я говорю, нет, 165, только невысокая. Просто говорю, наверное, тебе и это давление мешает. А то, если я скажу, что у нее такое большое, она бы испугалась, а потом сестру вывела, я говорю, у нее высокая слишком, даже 209. Ну, мы ей таблетку дали, оно понизилось. Не стали укол делать, оно понизилось. Дала ей пол лимонного сока выпить. Нормализовалось вроде бы. И вот не знаю, кого позвать, чтобы посидели с ней, пока мы поедем. Ехать надо обоим. Просто Ибрашка не знает ходить по этим инстанциям. Да и в этой, как она называется, соцзащиту я сама должна пойти. Ну вот посмотрим, друзья, что будет завтра. Вы, наверное, увидите. А сейчас пойду. Закрою сейчас быстро бороздки. И немножко передохну и займусь, наверное, тюльпанами. Ну вот как-то так, друзья.
Кто не посадил чеснок, сажайте, как говорится. Не знаю, я небольшой знаток, конечно, но вот как всегда сажала, так и посадила. Более-менее так Ибрашка мне выкопал бороздки такие. Я думала, он не осилит, но ничего, сделал. Ну, конечно, не ровненькие, но нам не на показуху. Сойдет, лишь бы чеснок вырос. Так, вот, друзья, с чесноком я справилась, чайку попила. И теперь хочу посадить вот так вот тюльпаны. Видите, я вот решила, посмотрела немножко по интернету. Горшков у меня нет. Вообще-то надо было, хотелось бы, конечно, посадить в горшки. Но горшков у меня нет. И как-то поехать купить у меня их тоже не получится. Решила посадить вот такие в корзинки из-под фруктов. Я видела, как там тоже в ютубе показывают. Вот, посадила их, полила фитоспорином разведенным. Столовую ложку на 10 литров воды добавила и полила. Землю посадила. Теперь вот засыплю их. Говорят, нужно на 3 уровня над ними присыпать землей. 3 раза, короче, как тюльпанчик, 3 раза, чтобы наверху была земля. Ну вот сейчас присыплю эту землей. И вот так вот у меня еще есть несколько коробочек. Посажу остальные тоже. И походу тоже вам покажу. Не знаю. Я их вовремя не вынула из кулечков. Некоторые чуть-чуть все-таки покрылись плесенью. Вот не знаю, друзья, наверное, это моя, конечно, не то, что, наверное, а действительно моя ошибка, Жанна. Жанна меня смотрит, у которой я их купила. Наверняка будет меня ругать. Ну, не знаю, буду надеяться, что все-таки они у меня взойдут. И вот, друзья, я посадила. Так, это первый, который я вам показывала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 вот таких вот сеток с тюльпанами. Теперь я разровняю здесь землю. Присыплю эти тюльпанчики землей. И на этом палисаднике тюльпаны мои уже все. У меня есть, конечно, еще и купленные немножечко осталось, по-моему, штук 10 еще. И вот у меня были свои тюльпаны на этом участке, очень красивые. Они у меня лежат выкопанные. А эти я уже посажу там, где у меня вот кухня на заднем дворе, палисадничек. Там, ну, конечно, если бы была земля, мы не успели все-таки еще ну, их можно будет весной пересадить, короче говоря. По-любому можно, и когда они взойдут, пересаживать куда хочешь. Вот сейчас быстренько разровняю землю. Я вот каждую такую сеточку, друзья, посадила по 5, по 6 тюльпанчиков. Ну вот, как-то так. Уже вечереет, надо корову доить, надо ужин готовить, молоко сепарировать, много чего, короче, еще надо. Сейчас темнеет очень рано. Вот так вот. И птичек моих вам покажу, как раз собрались тут. Мои голошеечки, мои любимые. Ой, мамочки, я за розу зацепилась. Ой, блин. Какая колючая. Смотрите, вот чубатые и голошейки. У меня их было 21 штука, по-моему. Ну, почти все выросли там. То ли 2, то ли 3 я потеряла. Ну, вот эти вот тут возле меня ошиваются. Симпатяшки мои. Я очень люблю голошеек. И поэтому их собирала вот так. И голошейки, и чубатые. Вот. Друзья, управившись вечером, я решила заняться своим острым перчиком, который у меня еще давно стоит куплен. Ну, вот я вам показывала, на рынке была. И решила я вам показать его. Может, кому-то пригодится, может, кто-то делает или не делает, я не знаю. Но я каждую осень вот так делаю. Поздней осенью покупаю острый перец, там тонкокожий острый перец, потому что на рынке, у нас, по крайней мере, на рынке 2 острых перца. Тонкокожий и толстокожий. Нужно тонкокожий, потому что толстокожий не будет высыхать, будет гнить. Вот так вот на иголку с такой широкой дырочкой вдевается в 2, 3, 4 слоя ниточка и нанизывается вот так вот через плодоножку этот перчик. И будет вот такая вот гирляндочка. Ну, потом я вам покажу, когда все закончится. Когда я закончу нанизывать, я вам покажу все. И вот, дорогие мои, все, я закончила делать гирлянды из своих острых перчиков, как видите. Вот так вот. Ибрашка ушел снимать меня. Вот таких вот 3 связочки получилось.
И теперь я под навесом повешу их сушить. И всю зиму у меня будет острый перчик для того, чтобы солить капусту и в другие, добавлять в любые другие блюда. Я очень люблю вот такой острый перчик, друзья, кидать в бульон, мясной бульон, когда я его пью. Ну вот как-то так, друзья, на этом я сегодня закончу. Хочу сказать моим подписчикам, вам всем мои родные, по идее вы уже моя семья. Вы настолько приятные, пишите мне комментарии, настолько мне иногда бывает, иногда читаю такие комментарии, прям мороз по коже бывает, настолько приятно. Спасибо вам огромное. Конечно, есть и неприятные, но ничего, я последую вашему совету и не буду их замечать. Вот как-то так, друзья. Спасибо большое и за подписки, и за комментарии, и за лайки, и за то, что остаетесь со мной, и за то, что действительно пишете мне очень приятные слова. Я не думала, что настолько я смогу как-то и заинтересовать вас, и удержать вас, как говорится, и быть вам интересной, и быть вам полезной. Мне это очень нравится. Оставайтесь. Вот как-то так. Спокойной вам ночи всем. Всех благ. Пока-пока.